значит, бывшая гостиница Анаева. Там внизу, под этим зданием, находился именно магазин вина. Чем оно знаменито? Возможно, допустим, для истории Самары оно, может быть, и, ну, как бы не очень влиятельно было, но именно в этой гостинице вот проживал в свое время Николай Константинович Романов. Это вот племянник Александра II, который здесь стоял раньше на пьедестале, и его с Волги было видно. Вот. Что это был за персонаж? Человек амбициозный, грамотный, умный, и все пророчили ему наследство именно царской России. Вот. Но, как обычно, все вы знаете, Романовы именно в XVIII веке, они старались жениться именно на немецких принцессах. Это были швабки, там, саксонцы и так далее. То есть разновидностей было там герцогство, княжества всякие, немецкие, германские, все такое. Это мы потом называли их немцами, в основном это были разные национальности. Потом их объединили уже и называли германцы или немцы, как мы по-русски их называем. Ему пророчили, что он обязательно женится на одной из принцесс немецких, а потом получится так, что он займет пост после Александра II. На него уже неоднократно покушались, и все считали, что рано или поздно, в общем, либо он будет ранен, либо убит, все такое. Николай Константинович Романов делает что? Он, значит, решил разведать, как говорится, прозондировать почву, а действительно ли она ему верна, эта принцесса. А он был, значит, такой человек, он мог под вымышленной фамилией, под чужим паспортом, одев там другой мундир, путешествовать по разным странам. И когда он выясняет, что невеста, на которой его должны были женить, она на самом деле ему изменяет со своим камердинером, уже ей 17 лет, но она уже 2 года находится с ним в таких отношениях. Естественно, Николай Константинович, когда возвращается в Санкт-Петербург, он с ним происходит вот такое, значит, он, как сейчас говорят, пустился во все тяжкие. То есть танцовщицы, певицы. Англия не спит. Сюда присылают американку Фанни Лир. На самом деле фамилия ее была другая. Сюда она приехала под вымышленной фамилией, с чужим паспортом. В Англии ее 2 года вербуют. Она прекрасно танцует, поет. Но самое главное, она именно знает психологию мужчин. Как человека быстро... Через несколько дней он в нее влюбляется так, что уже без нее жить не может. Царская семья, конечно, вся в шоке. Как это так? Еще не знает, что она разведчица. Танцовщица, певичка, ну, как обычно. Там с нижнего там, слоя общества, что такое. А он нет, все, любовь, все. Чтобы отвадить от нее, Николая Константиновича присылают сюда, в Самару. Для того, чтобы он сформировал здесь отряд. Нужно было брать Туркестан как можно быстрее. Для чего? Потому что на Туркестан и на Кавказ уже Англия положила свою руку. То есть уже шла вербовка, подкуп начальников, ханов и так далее. Все понимали, если мы потеряем Туркестан, значит, ну, для России это будет очень плохо. Мы закроем торговлю в Индии. Да, и с торговлей, все такое. Тем более Кавказ тоже Англия, и Крым, все это ее... То есть в Англии были небольшие вооруженные силы, но у них были специальные такие толкачи-продюсеры, которые могли сделать любую сцену, подкупить, отравить, убить, поцелать, допустим, разведчиц. Фанни Лир справилась со своей работой на все 100. Но дело в том, что все-таки в то время, значит, здесь разведка тоже быстро работала. Приезжает Николай Константинович сюда, дают ему полк, он пока всего лишь там капитан, вот, командовал там другой полководец. И они в течение 3,5 месяцев Туркестан забирают. То есть она не успела вовремя, никакого влияния на него, на Николая Константиновича, никакого влияния не смогла получить. И, в общем, когда ее теперь опять говорят, давай переписывайся, что жить без него не можешь. Мы его еще используем, раз он в тебя влюблен. Все. После переписки Николая Константиновича вызывают сюда. Здесь, возле причала, значит, с Волги. И ее привозят на закрытой карете под вуалью. Здесь вот на 2-м этаже, окно мы здесь видим, вот именно гостиница Анаева. Значит, она проживает. Дверь была закрыта на ключ.
она именно, вот как и Хенштейнер, решила все это потом опубликовать в трехтомнике в Европе. Все вот эти тонкости, все вот перипетии, там любовные сцены, то есть все от этого, значит. И она, там небольшой фрагмент, который я лично читал здесь, значит, был переведен на русский язык. Можно фильм об этом, я смотрю, да, снять. Кстати, почему нас не интересуются такими историями шпионскими? Во-первых, это поучительно, а во-вторых, это занимательно и интересно. А есть книга ее? Вот, можно ли ее достать на английском языке? Вот, к сожалению, допустим, здесь вот я сколько в архивах не копал, только небольшие эпизоды выписаны, допустим, переписанные уже несколькими, ну, скорее всего, при переводе часто присутствует художественный вымысел, что покраше, поинтереснее ну все что? Это. Поэтому, знаете... Можете передать потом? Это интересно, мне кажется, будет отдельную передачу. Ну, если я ссылки найду, потому что я где-то года 3-4 занимал именно в центральной в библиотеке Крупского. Вот. Он, значит, через 3,5 месяца вернулся, она приезжает здесь, в этой гостинице, они проживают, ее закрыли на ключ, она в окно наблюдает, значит, как он принимает здесь парады, значит, все. Вот. И в конце концов, значит, уже приходит, и как она описывает, значит, он чуть ли не дрожащими руками пытается открыть, значит, эту дверь. Она понимает психологию, что все, он уже глубоко на крючке, что с него можно видеть, как говорится, хорошие нитки. И в конце концов, значит, все оканчивается тем, что вот она описывает, естественно, эту любовную сцену. Потом они на теплоходе уже возвращаются в Санкт-Петербург. И она уже не скрываясь, то есть они ездят, значит, он ей дарит дворцы, лошадей, там драгоценности. И все оканчивается тем, что, значит, у жены Александра II, то есть у тети вот этого Николая Константиновича Романова, пропадают драгоценности, несколько драгоценностей, и еще там иконочки, ну, в общем, те вещи, которые всегда, как говорится, на глазах, и если бы что-то пропало, возможно, другое. Но он взял все, что под рукой было. В то время это исчислялось в миллионы рублей. А лошадь стоила 5-10 рублей, а это миллионы рублей, то есть можно купить еще. У него было, и они ему дарили то, что вот он вернулся с победы, ему подарили Суповский дворец в Санкт-Петербурге, там еще, то есть достаточно всего. Но он посчитал, что вот, по всей видимости, она на него постоянно давила, что нужны средства, там у меня проблемы. Он берет все, что под рукой, значит, эти бриллианты, иконочки, отдает, значит, своему камергенеру и говорит: сдай в ломбард, хоть за сколько. Тот, естественно, там сдает в ломбард, там, скупочную, в 10 раз там дешевле. Он отдает те средства, значит, этой Фанни Лер, и тут все это дело раскрывается. Возможно, допустим, если бы он был бы простым, его посадили, но так как он все-таки из царской семьи. Зачем, за что посадили? Он свои средства отдавал. Ну то, что он со шпионкой, во-первых, где контрразведка, почему ее не раскрыли, не разоблачили? Нашли быстро, да, нашли быстро, но... И почему позволили уехать из России живой? Значит, получилось следующее. Он, Николай Константинович, он не признает эту кражу, все сваливает на своего вот этого камергенера. Он же сдавал ломбард. А тот дворянин. Прямо по-царски. А для дворян, понимаете, такое, значит, если обвинить в краже, или там ты отказался, допустим, выплатить карточный долг, или, допустим, отказался идти, там, принять дуэль, ну, к примеру, то получалось так, что все, и ты, и род твой до третьего колена, и никто не рукопожатный, и так далее, и так далее. Тогда считалось благородным. И ему деваться было некуда, этому дворянину, он стреляется. Сейчас фамилию точно не помню, где-то я могу потом вспомнить. Он застрелился. Но царская семья не понимает, что виноват-то он. Ему просто нужно было сознаться. Бриллианты, конечно, все вернули. А тому еврею, который все это скупочное брал, ему возвратили компенсацию и все такое. Все бы ничего. Но так как он уже перешагнул вот этот барьер, пошел, значит, на компромиссы, его опять присылают сюда, в Самару, на перевоспитание, потому что считали, раз Самара может перевоспитать, значит, мещанск, обязательно влюбится в какую-нибудь мещанку, здесь у него будет роман, и потом он вернется, и мы его женим на очередной принцессе. Все происходит наоборот. 3 года на улице вот Ленинградская, 20, сейчас это бывшая Панская.
Он, значит, 3 года сидит, и всем велено, значит, его никуда не приглашать, он здесь, значит, просто бродит гулять. И вдруг видит, значит, очень красивая девушка, познакомился, она дочь губернатора Саратова, Наталья Дрейер. А он представляется, значит, я капитан Волынский. Просто ни царь, ни государь, ни, как их называли, значит, раньше это великий князь, допустим. Нет, я простой, говорит, офицер, вот капитан Волынский. Она в него влюбляется, потому что он был грамотный, высокий, красивый, 24 года, у него там орден, все. И быстро соблазняя ее, значит, под вымышленной фамилией венчаются. Царская семья опять в шоке. Ты что творишь? Как это так? Ну, ты представляешь, ты ее обманул и нас обманул. И, ну, как это теперь общество? Так, понимаете, если бы это было просто там в объемах Самары, это ведь и вся Россия, и вся Европа тут в шоке. Как это так? Что это происходит? Они не поймут, что в царской семье не так. Ну, и, значит, заставляет его, чтобы он этот брак считал недействительным, там, развенчаться, все. Он говорит, нет, я ее люблю и все. Любишь, все, езжай в Ташкент. Ты его от этого Туркестана освободил, туда, все, на пожизненное. Он, значит, под этой фамилией капитан Волынский едет с Натальей Дрейер туда, значит, в Ташкент. И вот судьба у него очень интересная, значит, когда поставили вместо Александра II, когда было покушение, значит, второго сына, которого готовили на царствование, он быстро умер почему-то, поставили Александра III, ну, такого человека, который на двойке, на тройке кое-как учился. И когда Николай Константинович там, живя в Ташкенте, узнал, что кого, значит, поставили, значит, он говорит, ну все, конец и царской семье. И действительно, вот от Александра III пошло полностью весь развал. Он всегда любил, он говорит, англичане кичатся чем? Что они вот пока сидят, то есть над Англией, над Лондоном никогда не заходит солнце. То есть полностью они везде, все колонии, Индия, и Азия, и, в общем, часть Кавказа, все, то есть огромные территории над Англией. А я, говорит, пока ловлю окуньков, говорит, ни одна пушка без моего разрешения в Европе не выстрелит. То есть жандармы Европы. Но от этого и внутри Российской империи ничего хорошего не происходило, потому что получалось так, что народ беднел, то есть все постоянно одни войны, везде наводим порядок, а на самом деле в своей стране не можем навести. Живя в Ташкенте, именно вот, значит, в 1917 году, когда большевики взяли власть в Ташкенте, он первый залез на крышу, а все деньги он тратил именно на Ташкент. Там улицы, библиотеки, школы строил. В общем, вот именно гуманитаркой занимался на свои собственные средства. И когда вот он, значит, в 19 году, 17-19 год, большевики, значит, в Азии стали устанавливать большевистский режим, он первый поднялся на крышу и поднял красный флаг. А сын его, Артемий Волынский, значит, ушел за большевиков и через год гибнет в 20 году в войне с басмачами. Я знаком лично с Фурсовым Леонидом Ильичем. Ну, как знаком, пересекались, разговаривали. Давно это, правда, было. И вот он про британцев очень много пишет и рассказывает, и влияние британцев на царскую семью. Ну, это нужно его лекции, книги поднимать, наизусть не помню. Но в целом... Я не удивлен, то есть я знаю, что их влияние на Кавказ и на Азию, и не удивлен, что они смогли повлиять на царскую семью. И думаю, что к развалу царской семьи они очень много усилий прилагали, думаю, смерти не случайные были. Да и покушение за ними. Официально не признает историю, но я думаю, что за большинством покушений стоит именно... Кто у нас там были? Кадеты СССР? Народники. Я думаю, за народниками стояла Британская империя. И чем сильны британцы... Их аристократия до сих пор существует, она достаточно жесткая. Я несколько раз был в Великобритании. И могу сказать, что британская аристократия, во-первых, до сих пор считает себя доминирующим да простым. У них там свой posh акцент, у них свое произношение, которое трудно тренируется и простому англичанину недоступно. И... Может быть, вот у них образование может быть ниже уровня среднего слоя, но британское аристократическое образование до сих пор сильное. И я бы не списывал со счетов влияние Англии до сих пор. Ну, считается, что там Англия уже не та.
я думаю, все еще у них сохраняется влияние, и они сильны именно вот этими связями, умением, знанием психологии, и самое главное, их изнутри труднее подорвать. У них она более сплоченная, и, ну, там, принцесса Диана, да, там учудила, и, в принципе, я считаю, что это было покушение, ну, грамотно поставленное убийство. То есть они не дают выходить за рамки своей аристократии. У нас, да, аристократия, видимо, пошла в разнос, и это привело к гибели империи. Это говорит о том, что монолитность власти и управленческая структура должна быть непоколебимой. Если она остается монолитной и целостной, то рано или поздно, какие бы потрясения вокруг не были, все придет в стабильное состояние. Главное, чтобы стабильное состояние было, ну, как управленческий учет или управленческая структура была монолитна, сильна и не уступала своей позиции. Ну, как-то так. И была самая главная приверженца к своему народу привязана, не отрывался от народа. Вот это важно. Ну, вот я что хотел добавить. Пожалуй, все.